Образование у меня экономическое, но я вспоминаю, что в детстве, еще, наверное, в дошкольном возрасте у меня были рисунки, где я рисовала платье, одежду. Потом на много лет я об этом забыла, и, как видите, оно, видимо, взяло верх. Наверное, как и все, что в этом мире создается, это было закрытие собственных дефицитов. Я не могла найти одежду, которую бы мне хотелось носить, которая бы мне подходила, которая бы мне нравилась. И мы решили ее создавать. Это я, мои сестры, большая команда всей нашей семьи, все, кто поддерживал. Харабибер — это мое детское прозвище. За черные волосы, за черные глаза друзья родителей называли меня Харабибер. Мне очень близко это название, и мне показалось, что это будет красиво звучать. Важная концепция Харабибер — это modest fashion. Вся наша одежда закрытая, скромная, чистая. Это тоже одно из течений в мире, в модной индустрии, и мы его придерживаемся. Это принципиальная позиция. То есть у нас нет обтягивающего, облегающего, у нас нет открытой одежды. Все наши футболки, свитшоты, платья, костюмы — все это свободное, оверсайз. Это интеллектуальная женственность. Плюс минимализм. Мы не любим лишних деталей. И универсальность. Мы вкладываем смыслы. Это самое главное в нашей одежде. Везде есть смысл. В каждой детали, в каждом аксессуаре мы закладываем глубину и смыслы и создаем для таких женщин, которые умеют это считывать. Мы хотели привнести в нашу жизнь абайи. На тот момент их было очень мало. Это было что-то такое, я даже не знаю, можно так сказать, заморское. Что-то, что мы видели в основном на страничках Instagram, на страничках журналов. И мы решили, что мы с этого начнем наш бренд. Бренд, он создан для женщин, про женщин и о женщинах. Я вдохновляюсь женщинами. Это про интеллектуальных женщин, воспитанных, интересных, глубоких. Женщин, у которых внутри целая вселенная, с которыми интересно разговаривать, для которых хочется создавать. Чтобы, когда женщина такая наденет эту вещь, я бы чувствовала гордость, я бы приняла это за честь. Вот для таких женщин мы создаем, и вдохновляюсь я такими. Каждая коллекция лимитированная. Во-первых, вам будет приятно, что вы придете, и вы будете знать, что эта вещь у вас, и буквально уединит человек еще помимо вас. Делать масс-маркет не входит в наши планы и в наши ценности. Мы делаем все лимитированно. Зато каждый найдет свою вещь, и каждая вещь найдет своего носителя. Эльзара Сейдометова, возможно, не вспомнит этого, но появилась она в самом начале. Еще буквально с первых коллекций, первых показов я у нее просила картины на открытке. Я очень долго не решалась предложить ей коллаборацию и сотрудничество. Я восхищалась ее работами. Я сначала попросила открытку одну для коллекции, потом вторую, потом набралась смелости и написала, что мне бы хотелось, чтобы мы все это переносили в одежду. У меня одна из моих целей была привнести искусство в повседневность. То есть то, что мы наблюдаем на красивых картинах, на холстах, произведения искусства, чтобы это было нам ближе. На футболках, на свитшотах, на различных аксессуарах. Сами орнаменты интерпретированы крымско-татарские, старинные 19-20 столетия. Мы хотели взять что-то старинное и совместить с современным. Для меня сотрудничество с Харабибером, с Раминой, творчество является творчеством, так как мы задумываемся не только о самом изделии, но и о его внутреннем содержании. Вкладываем в каждое изделие смысловую нагрузку. Идея создавать ткани именно со своим принтом появилась давно. Я искала мастера, кто бы помог мне это воплотить, и, конечно, этим оказался гений Эльзара Сейдометова. Один день после того, как мы уже сделали большую коллекцию футболок, свитшотов, я ей написала смс: «А давай печатай ткань». Мне показалось, что она это восприняла как шутку, но нет. Мы включились в этот процесс и сделали это наше первое. Это шелк.
Это шелк. Мы долго думали над орнаментом. Я, конечно же, сразу же сказала, что я хочу геометрию, но Эльзара сказала, давай делать старинные, оживлять старинные орнаменты, старинную вышивку. Мне очень нравится, что Эльзара смогла так стилизовать старинные орнаменты, что сегодня это выглядит очень актуально. Подбор цветов, оттенков. Из этой ткани мы сделали очень много аксессуаров. Это фартук представлен. Эльзара старалась передать имитацию вышивки. Вы можете посмотреть, здесь есть как будто бы стежки. Это ткани зимней коллекции. Мы из них сделали абайю, фартуки и банданы. Этот же принт мы перенесли на наши свитшоты. Смотрите, какая эклектика. Мы совместили шелк, миксовали его со спортивной тканью, и получился очень классный, уникальный образ. Когда пришла задумка создавать в Хараби-Бер аксессуары, я точно знала, что обращусь за этим к лучшим мастерам. Тогда уже в тандеме мы создали фесы, манжеты. Биберинки — это еще один знаковый элемент Хараби-Бер. Они очень быстро завоевали любовь наших девочек и стали популярными. Это тандем очень талантливых мастеров. Есть один такой манжет. Это картина Эльзары Сейдаметовой, выполненный в вышивке Хатиджи Аметовой. Я думаю, что я превзошла собственные ожидания касательно жизни бренда. 7 лет назад это был страх, это было что-то впервые, и я очень боялась, что мы 2 февраля уже закроемся. Но нет, это за 7 лет путь пройденный немалый, тернистый, но мы идем вперед. Ожиданий еще больше, планов еще больше.